Здравствуйте, с прошлого года я стал пайщиком Асар Баспаны и даже приобретал у них БАДы. Можете, пожалуйста, по условиям разъяснить? Ну, прежде чем коснемся условий, давайте поговорим о БАДах. Вот он, например, вот этот БАД. Вы об этом говорите, да, препарате? Да, совершенно. Что касается вот конкретно этого препарата, по нему мы сделали запрос в санитарно-эпидемиологическую службу, и у нас есть документ, который подтверждает привлечение к административной ответственности производителя данного БАДа, так как производство данного БАДа было совершено с нарушениями, у производителя нет соответствующих документов. Более того, данный БАД не зарегистрирован в качестве биологически активной добавки в установленном порядке, и получается, что он реализуется населению незаконно, чем нарушается права потребителей. Поэтому люди, которые приобретают БАДы и даже не проверяют, что они употребляют, я вас всех поздравляю. Это раз. Второе. Одна из так называемых инвестиционных программ Асар Баспана, она предполагает внесение вклада и получение по этому вкладу инвестиционного дохода. Часть инвестиционного дохода удерживается на выплату налогов. На самом деле мы не знаем, платятся там налоги или нет. И еще на часть инвестиционного дохода вы должны приобретать как раз вот такие БАДы. И получается, что Асар Баспана имеет вас дважды, да, получая от вас вклад, и второе, при начислении инвестиционного вознаграждения вам впаривают вот такую штучку, которая официально не зарегистрирована. И, соответственно, у нас вообще большой вопрос ко всей линейке БАДов, которые производит вот этот вот самый производитель ИП Асыл Лайф, и заказчиком которого является ТО Казкардицепс, где, кстати, учредитель тот самый известный Нурбол Маратович. К нему мы еще вернемся. Теперь далее. Вы сказали, что вы пайщик. Подскажите, вы писали заявление о включении вас в состав пайщиков данного кооператива и видели ли вы решение общего собрания, что этим решением вы включены в состав этих пайщиков? Нет, я только оплатил вход. Таким образом, получается, что огромное количество людей оплачивает свой вход в этот потребительский кооператив. Причем, насколько мы знаем, это делается наличными деньгами без документального подтверждения. Вы получили какое-то документальное подтверждение? Нет, когда я запросил, мне отказали в выдаче квитанции. Отлично. Получается, что вы деньги отдали в качестве пайщика, скорее всего, вы не значитесь, потому что соответствующего юридического основания просто нет. Теперь следующий момент. Это очень интересный момент, и он касается тех людей, которые все-таки стали пайщиками. Мы в открытых источниках видим список людей, которые якобы значатся вот такими вот пайщиками. Я хочу вас поздравить с тем, что потребительский кооператив – это некоммерческая организация, и она не имеет права распределять полученный доход от коммерческой деятельности между своими участниками. Таким образом, выплата инвестиционного дохода или дивидендов пайщикам Асар Баспана противоречит закону о некоммерческих организациях. Некоммерческие организации просто не распределяют этот доход между учредителями. Вот посмотрите эту статью закона. После вступления в кооператив мне присвоили определенный номер, и я время от времени отслеживаю количество занятых мест, и там достаточно много людей. Ну, через количество занятых мест мы, конечно, видим, что там привлечение средств идет в особо крупных размерах. Сейчас не будем в это углубляться, вот просто посмотрите на этот расчет. Какая сумма по нашим подсчетам, если верить чату, привлечена. Сам вот этот номер, который вам присвоен, он не подтверждает ваше членство и не заменяет вот ту процедуру включения в состав вкладчиков, о которой я говорила, и она вытекает из закона о потребительских кооперативах. Кроме того, мы видим в чате, что с 8 февраля на этом сайте ведутся якобы какие-то работы, и сайт, получается, не работает. Поэтому этот номер, если для вас успокоение, то мы видим, что если сайт работать не будет, каким образом вы будете подтверждать, что вы туда вносили деньги, что у вас есть этот номер, что вам что-то полагается с точки зрения начисления по инвестициям, для меня непонятно. Что интересно, вот это отключение сайта совпало с определенными действиями со стороны агентства по финансовому мониторингу. И, скорее всего, ребята как-то пытаются затруднить расследование наших правоохранительных органов, и, наверное, именно поэтому этот сайт не работает. Получается, я никак не смогу доказать, что я являлся пайщиком? Ну, вы не являетесь пайщиком, это раз. И второе, вы можете претендовать на возврат суммы, которую туда внесли, если есть свидетели о внесении этой суммы. Кстати, если у вас сумма, насколько мы знаем, относительно небольшая, есть люди, которые туда вносили миллионами. Я вот недавно слышал, что родители одного жителя Тараза внесли 70 миллионов тенге, туда продали свой дом. А как, по вашему мнению, почему тогда началась проверка, если, в принципе, люди зарабатывают и очень много отзывов в телеграм-канале есть у них?
Давайте, что касается отзывов, мы рассмотрим попозже это. А что касается признаков финансовой пирамиды, я вам могу сказать, что у агентства по финансовому мониторингу есть утвержденная приказом методика определения признаков финансовой пирамиды. И в частности, здесь есть вот пункт такой 3.1.1, где сказано, что процент вознаграждения финансовой пирамиды достигает до 200-400% в год, тогда как предельная ставка вознаграждения по вкладам не превышает 18%. Сколько процентов вам обещали в Асар Баспана? 30% доходности, ну, после всех вычетов 17%. Ну, в год это сколько получается? 204. 204%. Вот, пожалуйста, признак раз. Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника, инвестора формируется за счет инвестиций новых привлекаемых лиц. Вот это, кстати, на мой взгляд, очевидно, но я надеюсь, агентство по финансовому мониторингу еще и через финансово-экономическую экспертизу этот момент подтвердит. Выплаты процентов вкладчикам, которые пришли ранее, производятся за счет тех денег, которые приносят новые вкладчики. То есть нижестоящие ряды финансируют выплаты вышестоящим рядам. А вот эти вот продажи БАДов и прочих вещей, кстати, которые нелегальны получается, на мой взгляд, это сделано для того, чтобы прикрыть всю эту деятельность. Но это агентство еще должно будет подтвердить, и я думаю, что сделает это успешно. Давайте посмотрим вот это видео. Я сам автор этого алгоритма. Меня зовут Нурбол Маратова, автор этого проекта. Нет такого законодательства, что можно традицию, узаконить. Но я нашел этот закон. Это у нас в Гражданском кодексе написано, 108 статья. Это потребительский кооператив. Как расшифруется потребительский кооператив? Это добровольное объединение граждан для удовлетворения своих материальных положений с помощью паевых взносов. Вы об этом человеке говорите, как о руководителе? Да, об этом. Насколько нам известно, из открытых источников мы видим, что он с прошлого года не является учредителем потребительского кооператива Асар Баспана и также не является его руководителем. Поэтому все, что говорит этот человек в текущий момент, де юре нельзя отнести к потребительскому кооперативу Асар Баспана. Получается, самый главный человек, который продвигает, он не имеет никакого отношения к Асар Баспана. Посмотрите вот на эти данные, здесь он не фигурирует в качестве учредителя или в качестве руководителя. Вот вывод делайте сами. И теперь давайте вернемся к чату, который есть в Telegram. Да? С того момента, как агентство по финансовому мониторингу плотно занялось этими ребятами, там стали вываливаться огромное количество рекомендаций, что, дескать, я уже несколько лет как вступил в этот потребительский кооператив, называются имена, города, и что я доволен, и что это суперпрограмма, которая помогает простым людям и так далее. Но посмотрите, каким образом эти сообщения попадают в чат. Администраторы пересылают текст этих сообщений, если мы проваливаемся и пытаемся посмотреть, кто же этот человек, либо данные скрыты, либо мы проваливаемся на аккаунт, у которого просто стоит картинка и даже нет линков в Telegram. Не говоря уже о номере телефона. Поэтому, на мой взгляд, если мы не можем идентифицировать всех этих людей, это очень сильно похоже на постановку. Для того, чтобы сейчас успокоить вкладчиков, и чтобы они не разбегались и не писали массово заявления в агентство по финансовому мониторингу и подразделения на местах. Получается, после проверки его могут признать финансовой пирамидой? Если уголовное дело дойдет до суда, суд вынесет обвинительный приговор, который вступит в законную силу, это будет уже финансовой пирамидой. Кстати, следует обратить внимание, что ранее мы уже отвечали на вопросы наших подписчиков и говорили, что в отношении Асар Баспана велось уголовное дело, и оно было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Посмотрите, какой ответ предоставляло агентство по финансовому мониторингу. На мой взгляд, такой ответ и прекращение уголовного дела было связано с тем, что вкладчики, которые обратились с заявлениями, получили свое возмещение и написали отказные, что претензий к Асар Баспана и менеджменту не имеют. А какие негативные последствия могут коснуться меня, как вкладчика, и менеджмент данного кооператива? Лично вас, я думаю, что высока вероятность того, что сайт отключен. Сейчас, скорее всего, вкладчики начнут разбегаться. Получите ли вы свой вклад обратно, а также инвестиционный доход, который подлежит начислению на этот вклад, это большой вопрос.
Первое. Второе, я надеюсь, что от употребления вот этого БАДа никто там сильно не пострадал, и что ни у кого не обострились какие-то заболевания или не появились новые заболевания, потому что качество, состав вот этих вот таблеточек никто не проверял. Все, что касается администрации и тех людей, которые вовлекали в Асар Баспана других вкладчиков, здесь есть риск привлечения к уголовной ответственности и к административной ответственности за рекламу финансовых пирамид. Теперь давайте подведем общий итог. Все те люди, которые думают, что они пайщики, но при этом не писали заявление о включении их в состав пайщиков кооператива и, соответственно, отсутствует решение общего собрания о включении их в этот состав, вы не пайщики. Вы отдали свои деньги, ну и с этим придется, скорее всего, разбираться правоохранительным органам. Это раз. Второе. Все те люди, которые приобретали какую-то продукцию, которые вносили свои паи, вклады, инвестиции в ПК Асар Баспана и при этом не получили соответствующие подтверждения, фискальные чеки. Если с вами не заключались соответствующие договора, опять же, я вас поздравляю, вам, скорее всего, придется это все доказывать через свидетельские показания или попрощаться с этими вкладами. Потому что если не будет восстановлена работа сайта, где какая-то часть ваших взаимоотношений зафиксирована, то все это очень тяжело доказывать. Все те люди, которые являются пайщиками и получают инвестиционный доход от деятельности Асар Баспана, я вам могу сказать, что это противоречит прямо закону о некоммерческих организациях. Прибыль, полученная некоммерческой организацией, не распространяется между учредителями, участниками этой некоммерческой организации. Прошу агентство по финансовому мониторингу обратить на это особое внимание. Следующий момент. Все люди, которые любят приобретать различные волшебные БАДы, неизвестно из какого сырья, я вас опять же тоже поздравляю и предупреждаю, что лучше не потребляйте эти БАДы. В частности, вот эти пилюли, они не зарегистрированы в качестве биологически активной добавки, и производство так называемых БАДов нелегально, потому что производитель привлечен к административной ответственности, у него отсутствовала соответствующая документация. Конечно же, давайте коснемся признаков финансовой пирамиды. Мы показали вам методику, по которой работает агентство по финансовому мониторингу, и поэтому бот Байка Пирамида, агентство по финансовому мониторингу, выдает Асар Баспана с признаками финансовой пирамиды. Наша коллега Асель Аульбекова выдала тоже свою экспертную оценку буквально недавно относительно Асар Баспана. Мы ее в этой части полностью поддерживаем. И, кстати, обратите внимание, на каком языке общаются так называемые вкладчики или вот эти вот все боты из Асар Баспана. Они кроме оскорблений и какой-то чернухи больше ничего выдать не могут. И вот это и есть уровень организации того так называемого бизнеса, который этот потребительский кооператив ведет. У кого не отбилось желание вкладываться вот в такие проекты и кто верит в то, что вам вернут вклады и готовы ждать годами, давайте посмотрим, как пройдет расследование, которое ведут наши правоохранительные органы.